Во дворе 15-й школы Назрани сегодня не протолкнуться. Это не только мероприятие, но и большой творческий и кулинарный проект, в который вовлечена вся школа. Аромат свежей выпечки, домашних заготовок и шум детских голосов – вот главные приметы этой осенней ярмарки. Все товары хорошие, что удобно для души. Гляди, не моргай, рот не закрывай, ворон не считай, товар покупай. Вот так зазывают посетителей главные действующие лица и предприниматели сегодняшнего дня – школьники. Они готовили товары, оформляли свои торговые точки и сегодня с большим энтузиазмом продают плоды своего труда. Все сделали вместе. Вот, мы поставили ценники вместе. Пирог сделали. Некоторые цветы сделали, поделки в виде цветов. Вот мы украсили это. Ассортимент поражает воображение. Здесь и традиционная выпечка, и удивительные поделки. Целые композиции из тыкв, кабачков и лесных даров. Помогали школьникам, конечно, мамы и бабушки. Отцы и дедушки тоже не остались в стороне. Пришли подбодрить маленьких торговцев. Сегодняшнее мероприятие очень радует, и детей радует, и родителей радует. Сегодня я пришел сюда поддержать внука, внучку своего и внес свою лепту, как дедушка. Дома тоже непосредственно родители, мать, бабушка помогали. Тщательно рассматривает столы школьников специальная комиссия. Критериев оценки несколько: лучшая речевка, эстетика стола, оригинальность поделок и костюмов учащихся. Подходите, выбирайте, успевайте, покупайте. Но тут надо 10 ставить, не 5 мало выдает. 5 тебе и 5 тебе. Поделки, которые делали дети, вот это больше всего интересует то, что не покупное, а именно то, что они сами сделали. Пускай это будет криво, но это лучше, чем они просто где-то приобрели и поставили. Цель ярмарки многогранна. Это прежде всего сохранение наших прекрасных традиций и совместного труда. Дети учатся работать в команде, проявляют свои творческие способности. Пули, пчелиный рой, вот эта работа, вот их заинтересованность и вовлеченность, мало того, что там дети как-то вот рассуждают, мамы звонят, говорят, вот я эти блины продам по 5 рублей, считает количество блинов, умножает эту сумму. Это воспитательный момент, это изучение природы родного края, это праздник, говорящий о многом. Здесь сегодня торговали не просто пирогами и поделками, а делились частичкой своего тепла, своим трудом и радостью. И именно это самый ценный товар, который, к счастью, никогда не заканчивается. Хадид Шаевлуева, Абдулла Тангиев, Магаз 24.